Пятничное утро, 28 января на календаре. Сегодня в нашей программе мы, впрочем, как и всегда, подготовили для вас много полезной, интересной, познавательной информации. Все для того, чтобы вы сегодня улыбнулись. Ведь это наша работа — дарить вам хорошее настроение и настрой на весь предстоящий день. Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Просыпаемся вместе с вами. Ну что, дорогие телезрители, сегодня в течение предстоящего часа вы узнаете о том, как, например, обезопасить свои персональные данные в сети интернет. Мы увидим, как работают волонтеры и как они помогают людям в это пандемийное время. Также вместе с шеф-поваром ресторана приготовим японский завтрак, заглянем в Национальный художественный музей, познакомимся с единственным в Якутии специалистом, который реставрирует старинные книги. Ну а также свяжемся по скайпу с финалисткой конкурса «Таланты Якутии». Ну а ближе к концу нашей программы увидим показ сезона «Весна-лето» известного дома моды «Шанель». Не забывайте про наш WhatsApp-номер, на который мы всегда ждем ваши вопросы и пожелания. Номер вы видите на своих экранах, а также подписывайтесь и заглядывайте на нашу страницу в Инстаграме. Ну а если вдруг вы по какой-то причине пропустили наш прямой утренний эфир, то вы всегда можете найти наши выпуски на Ютубе. Достаточно в строку поиска ввести «Утро Якутии». Ну а я думаю, начнем мы с того, как узнаем в нашей постоянной рубрике «Даты и события», чем примечательна сегодняшняя дата – 28 января. На календаре 28 января, пятница. Ежегодно в этот день, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот день был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. 28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название «Международный день Лего». По народному календарю сегодня Павлов день, или еще одно название – День колдунов. В Павлов день советовали остерегаться порчи из глаза. Для этого предпринимались защитные меры, как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, плевали через плечо. Этот день в истории. В этот день 125 лет назад получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей, которые мы сегодня все называем для краткости просто дизелем. 28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы. Первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. Ровно 36 лет назад произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер». 7 астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего 1 минуту 13 секунд. Высота 14 километров над Землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. В этот день родились Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики. Василий Ключевский, русский историк, академик. Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург. Леонид Жаботинский, советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Вениамин, Гаврил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел и Прохор. Как мы уже сказали, сегодня Международный день защиты персональных данных. А насколько защищены наши персональные данные, что конкретно входит в персональные данные, какие эффективные способы есть по их защите, мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Людмила Масина, первый заместитель руководителя Центра «Мои документы», с нами сейчас на связи. Людмила Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, что относится к персональным данным? Согласно закону, это любая информация, с помощью которой можно достоверно понять
определить конкретного человека. Например, фамилия, имя, отчество сами по себе такой информацией не будут являться. А вот в паре с датой рождения, местом рождения и иными данными это уже персональные данные. К ним же в тандеме с именем можно отнести и адрес, номер телефона, образование, профессию, доходы и тому подобную информацию. То есть здесь есть важный нюанс, да? Под персональными данными понимаются только те сведения, которые в комплексе позволяют идентифицировать человека. Мгм. Людмила, скажите, ну, к нашим персональным данным имеют доступ практически все, да, это специалисты, МФЦ, врачи, скажите, также правоохранительные органы, да, скажите, может ли произойти своего рода утечка персональных данных и кто вот несет за это ответственность? Действительно, в больницах, в нашем центре обрабатывается большое количество персональных данных, потому что в эти учреждения люди обращаются по мере жизненной необходимости, а не по своему желанию. Да? На территории нашей страны обработка персональных данных осуществляется по единым правилам и требованиям. Они установлены федеральным законом о персональных данных, номер его 152 ФЗ. Он устанавливает целый ряд весомых организационных и технических инструментов для защиты этих данных. Наш центр очень щепетильно и ответственно относится к персональным данным заявителей. Мы соблюдаем все требования закона, поэтому каких-то причин для волнения у наших заявителей не имеется. Что касается ответственности за нарушение обработки персональных данных, она очень строгая и разнообразная. То есть за нарушение порядка обработки персональных данных, да, передачу этих данных третьим лицам, так называемый слив, получение данных незаконным способом и штрафы за данные правонарушения доходят до нескольких сотен тысяч рублей. Скажите, вот сейчас у многих появились QR-коды о вакцинации. Ну, например, они нам требуются при посещении общественных мест, например, тех же торговых центрах. А вот в них, в этих QR-кодах содержится какая-либо персональные данные? В QR-коде содержатся только инициалы человека, его дата рождения и часть паспортных данных. Поэтому такие сведения в совокупности не дают возможности идентифицировать человека. Людмила, бояться не стоит, да, тогда? Население? Да, QR-коды можно предъявлять. Но в повседневной жизни мы часто пользуемся такими услугами, как пункты проката, да, или при аренде квартиры, да, у нас часто требуют паспортные данные, паспорт сам в залог, да. Правильно ли вот отдавать свой документ и чем это может быть чревато для нас? Конечно же, это совершенно неправильно и незаконно. Паспорт — это документ, который удостоверяет личность человека, и требовать его запрещено. За это предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. И сдавая в залог паспорт, его можно потерять или попросту не получить обратно. Да? А злоумышленники, которые завладеют им, они могут передать эти сведения третьим лицам для незаконных целей. Поэтому по случаям похищения паспорта или другого незаконного завладения им, да, нужно обязательно обратиться в полицию. Но здесь нужно понимать, что если не будет доказан факт добросовестного поведения, то есть нужно будет доказать, что реально произошла кража, то человек признается утратившим паспорт по небрежности. И когда он будет его восстанавливать, ему нужно будет оплатить штраф. Ни в коем случае никогда не оставляйте свой паспорт в пунктах проката, которые вы привели в пример, да, потому что в этих ситуациях человек идет на свой страх и риск, и восстанавливать его будет с уплатой штрафа. Не так просто. Лучше оставить что-то другое, да, какую-то вещь, к примеру. Обычно оставляют некую денежную сумму в задаток. Скажите, вот, а в последнее время, да, то есть прогресс, понятно, что не стоит на месте, изменились ли вот способы сохранения персональных данных и вообще, может быть, какие-то новые подходы появились?
Ну, здесь, наверное, нужно определить, да, для кого какие способы. То есть, если мы говорим о населении, для людей, ну, это в первую очередь должно быть бережное отношение к своим персональным данным, личным документам. Пожалуйста, проверяйте операторов персональных данных, да, прежде чем давать им согласие. Производите отзыв согласия на обработку персональных данных от этих операторов, с которыми вы уже не сталкиваетесь. Например, банки, те же самые лечебные учреждения, если вы принимаете решение, там уже не обслуживаться. А что касается организаций, которые обрабатывают большой поток этих данных, да, у них должны быть очень качественные технические меры защиты от вредоносных программ, тех же самых вирусов, да, а также самостоятельно либо страны привлекать и проводить регулярные контрольные, надзорные мероприятия, чтобы держать руку на пульсе и не допускать взлома и прочее. Скажите, ну вот подводя итог нашей беседы, можно ли вот как-то все объединить и, например, нашим зрителям рассказать дать какие-то эффективные советы по защите персональных данных? Вот что нужно делать, а что делать не рекомендуется? Не рекомендуется однозначно в общий доступ выкладывать свои персональные данные, да, поэтому вы сами несете ответственность и риск их утраты, передачи кому-то другому для уже незаконного использования. Если вы делаете пароли какие-то, да, к своим личным почтовым ящикам в социальных сетях, сейчас очень много девайсов, да, которые буквально все просят логины, пароли для входа, начиная от бытовых, заканчивая оргтехникой, поэтому каждому такому девайсу, пожалуйста, старайтесь придумывать разные пароли, чтобы не было такого, что взломав один, вы, соответственно, потеряли все данные, которые содержатся на других объектах. Поэтому здесь только бережное и еще раз бережное, ответственное отношение к ним. Действительно, да. Нужно очень важная, полезная информация этим утром от вас прозвучала. Людмила, спасибо. Людмила Масина с нами была на прямой связи, заместитель руководителя Центра «Мои документы». Мы говорили с ней о защите своих персональных данных. Да, Людмила, большое вам спасибо. Я, кстати, наверное, сразу после этого эфира поменяю пин-коды на своих банковских картах, потому что у меня один на все. Да, и пароли, кстати, да, на различных сайтах. Пароли, да. Ну что, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу и через некоторое время вновь продолжим. Ну а далее наши коллеги расскажут о последних событиях в республике и за ее пределами. Передаем слово Валерии Наумовой. Доброе утро, вы смотрите новости. Регионы до конца января получат почти 7,5 миллиардов рублей на оказание помощи на амбулаторном этапе. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, Голикова отметила, что власти планируют выделить еще часть средств на производство экспресс-тест-систем для выявления случаев заражения COVID-19. Комментируя актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране, Голикова подчеркнула, что доля дельта-штамма снизилась. В то же время, по ее словам, омикрон был обнаружен уже в 72 регионах России. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант дельта приходится 47,9%, на омикрон и другие недоминирующие штаммы 52,1%. Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 миллиарда рублей.
Между тем, республика получит из федерального бюджета свыше 212 миллионов рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отмечается, что решение приняли исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Мишустин попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам. 162 тысячи вместо запланированных 159 тысяч голов домашних оленей. Такова стабильная динамика повышения поголовья за минувший год. В целом положительная статистика наблюдается последние 3 года. Сказываются механизмы поддержки государственного сельского хозяйства. А с этого года их станет еще больше. Так, по поручению главы республики, господдержка на одного оленя увеличивается на 20-30%. Соответственно, сумма, выделяемая на эту отрасль, достигает более миллиарда рублей с республиканского бюджета. Увеличивается поддержка из федеральной казны. Федеральный бюджет с этого года начинает финансировать отрасль развития северного домашнего оленеводства. Республика давно ставила этот вопрос, чтобы федеральные бюджеты эти средства были предусмотрены. Министерство Дальнего Востока и развития Арктики предусмотрело 33 миллиона рублей на эти цели чисто на Республике Саха-Якутия. Там входят такие мероприятия, как приобретение вездеходной техники, строительство благоустроенного жилья для оленеводов. И, конечно, инновационные такие мероприятия, как приобретение беспилотников, квадрокоптеров по технологии содержания оленей. Госдума ввела штрафы для банков за переводы онлайн-казино. В Кодексе об административных правонарушениях появится норма об ответственности для банков, операторов связи и операторов почтовой связи услуг по переводу денежных средств нелегальным интернет-казино и лотереям. За нарушение установленных ограничений переводов денег, приема платежей или запрета на заключение договора платежные агенты, операторы связи и почтовой связи будут наказываться штрафом. Для должностных лиц он устанавливается в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Для юридических лиц от 25 до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей. Спасибо, Валерия. Но новости, конечно, в эти дни связаны в основном со сводкой распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, каждый день показатели растут. И сейчас, как никогда, важно соблюдать все ограничительные меры и придерживаться социальной дистанции в общественных местах. Ну и, конечно же, вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться. Только так мы можем минимализировать последствия пандемии. Ну а свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом вносят и волонтеры. И с каждым днем тех, кто неравнодушен, становится все больше. О том, как добровольцы справляются с этой большой и такой важной, нужной сейчас работой, узнаем в сюжете. Джулусхан Павлов, студент 2-го курса СВФУ, решил стать волонтером еще в 2020-м. Как и все добровольцы, вступил в ряды по собственному желанию. Сегодня в Республиканском волонтерском центре числится более 2000 добровольцев. Это по всей Якутии. За время деятельности центра схемы и алгоритмы работы налажены. Каждый из ребят знает и выполняет свои функции. Помощь в медучреждениях, а также выезд по заявкам, по доставке продуктов первой необходимости, лекарств нашим пожилым гражданам, а также людям, которые находятся в самоизоляции. Мы волонтеры, которые принимаем заявки, в колл-центрах сидим, а также есть волонтеры, которые распределяют по районам, где какие заявки поступают. С автотранспортом помогает автобаза Республики Саха-Якутия, а также есть неравнодушные граждане, у которых есть автотранспорт, они входят как автоволонтеры, и они помогают в медучреждениях в доставке их лекарств, а также в доставке продуктов первой необходимости. Каждого здесь обучают, проводят инструктаж, объясняют, как и на каком расстоянии правильно общаться с жильцами, обеспечивают всеми необходимыми средствами защиты. По городу Якутску в день на колл-центр поступает около 10-15 заявок с просьбами доставить продукты первой необходимости или лекарства, а иногда и результаты обследований, как, например, сегодня. Жительница Якутска попросила забрать результаты ФЛГ. Здравствуйте,
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это что, фотография, да? Ага, фотография. Хорошо, спасибо вам. Поликлинику закрыли, поэтому я. Ага. А вы на самоизоляции сидите? Да. Ага. Ну и как вот вам работа волонтеров? Очень Насколько? хорошо, вообще удобно. Очень хорошо. Что бы хотели пожелать, сказать, может быть? Ну, конечно, вам хорошего. Главное, здоровья надо. Людям помогаете. Ага. Да, это очень хорошо. Очень Ага. удобно для нас. Ага. Для нас, пожилых людей, да. В период повышенного риска, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, люди продолжают активно записываться в волонтеры, предлагать и оказывать помощь. Это говорит о том, что у нас сильное и здоровое общество, а значит, мы совсем справимся. Да, действительно, мы обязательно справимся с этой напастью, мы в этом просто уверены. Ну и, конечно, не теряем оптимизма, несмотря ни на что. И вот еще одна новость. Красота спасет мир. Юные нерюнгринки победили в международном конкурсе красоты «Юная мисс мира». В начале года в Македонии побывали 4 участницы из города Нерюнгри, которые представили на мировом подиуме Россию и Якутию. Тему продолжит Ирина Кичигина. Нерюнгринские красавицы приехали из Македонии награжденными титулами «Тинейджер Мисс Мира 2021», который получила невидимого Диана, 13 лет. Первая юная вице-мисс Мира получила Викторова Аделина, 17 лет. И 2 главные короны гран-при конкурса получили мини-мисс Мира 2021 Садрисламова Александра, 7 лет, и юная мисс Мира 2021 Катериненко Юлия, 17 лет. Конечно, мы очень рады тому, что мы там вообще побывали. То есть это грандиозный опыт, это куча эмоций. Организация была на высшем мировом уровне. К нам относились там, как к королевам. То есть в действительности девочки почувствовали, что они победительницы, что они заслуженно туда поехали. В течение 3 дней модели демонстрировали выходы на красной дорожке, в спортивной одежде, в вечернем платье и национальной одежде. Несмотря на то, что наши участницы представляли Россию, на подиум они вышли в якутских костюмах. Помимо этого, девочки принимали участие в различных дефиле известных дизайнеров. Победа доставалась с большими усилиями. Мы показывали коллекцию Оксаны Казаковой, показывали всякие свои платья, дефилировали, красиво позировали. Сложное было, что я однажды в театре целый день на ногах была. Самое сложное это было не уснуть, потому что мы постоянно были заняты, постоянные показы, постоянные конкурсы на каблуках, очень сильно устаешь, и поэтому прям хотелось спать сильно. Силы заканчивались. Для родителей, приехавших поддержать участниц, конкурс оказался нелегким испытанием. Я думал, все так легко будет. Я никогда не представлял себе, что это очень сложно и очень тяжело, потому что переживал больше, наверное, я. Когда я первый раз увидел, как это все готовится, как это делается, то есть меня режиссеры сразу попросили: папа, отойдите в сторону, уйдите, пожалуйста, не мешайте нам работать. Ваша девочка справляется, все нормально. Теперь победительницам предстоит участие в конкурсе «Юная мисс Вселенная», который состоится в июле этого года. А вообще весь 2022 год в индустрии моды посвящен столетию мирового дизайнера, кутюрье, модельера Пьера Кардена. И для наших моделей он будет очень насыщенным мероприятиями, поездками, встречами и показами. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а сегодня уже пятница, и обычно мы строим планы на выходные. В условиях нынешних ограничений в связи с распространением ковид лучше, конечно, оставаться дома. Тем более, что посещение культурных учреждений сейчас невозможно. Но телевидение и мы работаем для вас круглосуточно, поэтому оставайтесь на наших каналах, смотрите наши передачи. Тем более, что мы предоставляем вам возможность посетить музеи и выставки виртуально. Сегодня в рубрике «Музейный гид» расскажем вам об одном из художников пейзажной школы рубежа 19-20 веков Николае Дубовском. Николай Никонорович Дубовской – один из крупнейших и талантливейших пейзажистов русской школы.
Последний руководитель Товарищества передвижных художественных выставок, академик живописи, член Совета Академии художеств, профессор и обладатель самого большого количества золотых и серебряных медалей международных выставок. Именно Николая Никаноровича специалисты считают одним из основателей пейзажа настроения. Николай Дубовской – автор проникновенных, мастерски исполненных и пользующихся большой популярностью картин русской природы. Его кисти принадлежит более 400 картин и около 1000 этюдов. Современники живописца описывали его как человека мягкого, деликатного и интеллигентного. О его творчестве коллеги отзывались восторженно. Художественная критика также высоко оценивала его пейзажные работы. А его произведения для своих коллекций приобретали Павел Михайлович Третьяков и император Александр III. Значительным вкладом в собрание живописи Национального художественного музея Республики Саха-Якутия стало произведение Николая Никаноровича Дубовского «Дача в Силамягах». Эта картина относится к позднему периоду творчества художника. Написана она в Эстонии, в курортном поселке Силамяги, который с конца XIX столетия пользовался чрезвычайной популярностью у петербургской интеллигенции. В живописи этой работы прослеживаются очень многие характерные черты, по которым узнается стиль мастера. Композиция решена гармонично. Главную героиню с ребенком мы застаем в саду, портретируем в белоснежном платье, словно светится на фоне деревянного особняка. Пространство, свет, воздух – вот те составляющие формирования пейзажного образа, по которым безошибочно узнаются работы Николая Никаноровича Дубовского. Доброе утро. У многих наверняка сейчас время завтрака. Кто-то завтракает просто, это кофе или чай с молоком. У других завтрак поплотнее. Это бутерброды, возможно, каши или яичницы. Пробовал когда-нибудь, Руслан, яичницу по-японски? Слушай, ну на самом деле нет, как бы не задумывался, обычная глазунья. Причем у меня такое, допустим, если 4 яйца разбиваю, то 2 из них оставляю под глазунью, а остальные как бы такие классические. Интересно, интересно. Вот что за яичница? Вроде как бы яичница традиционный завтрак, да, но именно по рецепту японскому мы научимся готовить ее сегодня. Здравствуйте, меня зовут Стерин Григорий, я являюсь шеф-поваром ресторана «Вино и мидии». И сегодня я приготовлю для вас японский завтрак. Так, для этого нам понадобится яйцо, овощи. Блюдо простое, состоит из 2 яиц и обычного витаминного салата. Яйца можно жидкие оставить, так и оставить до полной готовности, довести их. Но мне нравится в полусыром виде. Можем вылаживать на тарелочку. Аккуратненько, красиво. Начнем готовить салат. Для начала сделаем японскую заправку. Для этого нам понадобится зернистая горчица, совсем немножко, мед обычный гречневый, пчелиный, без разницы, и соевый соус. Чуть замешиваем. Все, заправка у нас готова. Нарезаем овощи. Это будет огурец, болгарский перец и морковь. Можно резать как соломкой, так и кубиком, на ваше усмотрение. В моем случае это будет соломка. Режем тоненько. Влаживаем все это в гастроемкость нашу. Следующий перец. Берем нашу заправочку, заправляем ее. Буквально 2 ложечки хватает.
Все замешиваем. Такой вот у нас витаминный салатик будет с глазуньей нашей. Улаживаем. Все это украсим зеленью. Наш завтрак готов. Приятного аппетита! Слушай, ну действительно интересный рецепт. Скорее всего, действительно отличается заправкой. Но я обычно столько же движений делаю, чтобы больше приготовить. Да, от яичницы достаточно далековато. Но нужно будет, думаю, все равно попробовать. Да, попробуем обязательно. Ну а далее мы познакомим вас с человеком очень интересной и редкой профессии. Это реставратор книг. Доброе утро. Меня зовут Старостина Мария Николаевна. Я реставратор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Я в профессию пришла случайно. В 2005 году были свободные 2 вакансии, в том числе в Центре сохранности библиотечных фондов. И я была принята библиотекарем 1 категории с функциями реставратора. И при поступлении я вообще не знала, кто это такой, что за профессия. Через месяц я была направлена на обучение в региональный центр при Томском государственном университете. В мои обязанности входит реставрация редких книг. В основном это книги XIX века, начала XX века. Самая старая книга, с которой я столкнулась, это церковные книги были 1820 года, по-моему, было. Если говорить об этапах, то сначала осмотр идет предреставрационный, затем идет расплетение, разброшировка документа. Все документы проходят промывку в предреставрации, так как при промывке происходит вымывание водорастворимых загрязнений. Затем мы восполняем утраты на листах. Потом идет шитье блока, затем реставрация переплета. Иногда бывает 2 дня очень толстую книжку можно сделать, иногда 2 месяца очень тонкую, там 20-30 листов приходится. Для реставратора важны такие качества, как терпение, усидчивость и аккуратность. Для того, чтобы получить профессию художника-реставратора, нужно целенаправленно поступить в Суздальский филиал Санкт-Петербургского института культуры. Это единственное в стране учебное заведение, которое готовит художников-реставраторов. В фонде нашей библиотеки много книг, требующих реставрации. И я бы хотела, чтобы в наш центр пришли новые работники, молодые, со специальным образованием художника-реставратора. Покуда есть книги и читатели, наша профессия будет востребована. Да, Мария Старостина, стоит отметить, единственный реставратор старинных книг Национальной библиотеки нашей республики. Представляешь? Да, действительно, но я думаю, что это такая достаточно уже редкая, скорее всего, профессия, но очень ценная. Ну а помимо традиционных профессий, сейчас много современных, связанных также с IT-технологиями. И не так давно в Якутске подвели итоги республиканского конкурса «Таланты Якутии». Победу присудили команде «Крылья Якутии», которая разработала проект цифровизации сбора заявок на перелеты по социально значимым маршрутам республики. Напомним, что в финал вышли 17 команд, которые в течение года работали над проектами по развитию сельских и арктических территорий республики. И с нами сейчас на связи Кристина Минченко. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Угу. Кристина, расскажите, как проходил конкурс и почему вы решили принять в нем участие? Наверное, вы все наслышаны о конкурсе, кадровом конкурсе «Министр», и на основе данного конкурса был реализован конкурс «Таланты Якутии». Почему же я решила принять участие в данном конкурсе? Я человек, который любит развиваться, который хочет приносить пользу своей республике, и я не смогла упустить такую возможность принять участие в таком конкурсе.
Ну, Кристина, да, мы хотели бы, в свою очередь, вас поздравить с победой. Расскажите о вашей команде «Крылья Арктики» и конкретно о вашем проекте. Наша команда «Крылья Арктики», проектная команда, состоит из 10 ярких, амбициозных, абсолютно разных ребят. В нашей команде собрались ребята от 20 до 45 лет. Собрались не только люди, связанные с авиацией. У нас, конечно же, есть представители авиакомпании «Алроса» в нашей команде, но также есть экономисты, юристы, учитель энергетики. Наша проектная команда разработала проект For Flight. Мы разработали сайт-сервис по сбору и систематизации внутрирайонных рейсов. И наш сервис позволяет собирать и обрабатывать заявки по межпоселковым перелетам. То есть мы стали одновременно связующим звеном, площадкой взаимодействия между авиакомпанией и жителями Арктики. Скажите, а ваш проект уже реализован или есть ли какие-то уже первые шаги в сторону реализации? Наш проект полностью реализован, наш проект внедрен. Могу рассказать то, что 4 сентября прошлого года, 2021 года, был совершен первый рейс из Среднеколымского Гахтах. Вылетел вертолет Ми-8. Были перевезены 22 пассажира. То есть уже загрузка вертолета составила 65%. И на данный момент можем сообщить вам то, что с помощью нашего сервиса было совершено более 20 рейсов, и более 300 пассажиров были перевезены и доставлены в пункт назначения. Кристина, а скажите, а как вот это работает? Пассажиры, это приложение или что-то? Заполняют где-то на сайте или в каком-то специальном приложении, оставляют свои заявки, как встают в очереди. Как это работает? Хорошо. Начну с того, что мы взяли как пилотный проект 2 района. 2 района — это у нас Среднеколымский и Нижнеколымский районы. До выбора этих 2 районов мы провели очень большую работу. Мы работали с документацией, с законами. Мы провели опрос жителей Арктики и выбрали 2 района, которые смогли внедрить наш сервис. Что включает в себя наш сервис? Это сбор заявок посредством сайта для полетов .рф. Если же ранее сбор заявок происходил вручную, то есть жители Арктики приходили в администрацию села и подавали заявку, то ожидание рейса могло длиться до 2 недель, даже иногда больше. С приходом нашего сервиса, то есть мы сокращаем время, и люди уже буквально через 2-3 дня вылетали. То есть очень большая польза, наверное, была для жителей и есть для жителей нашей республики. То есть сокращается время ожидания формирования рейсов. Да, действительно, как вы планируете развивать далее ваш проект и будут ли подключения уже других улусов нашей республики? Несомненно, мы сейчас работаем над модернизацией нашего сайта. Мы вплотную работаем с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. И хотим ввести полную автоматизацию обработки заявок. То есть сейчас еще наш сайт не полностью автоматизирован, то есть очень много ручной работы, которую мы проделываем при получении заявок. Поэтому хотелось бы нам модернизировать, полностью его автоматизировать. И планируем внедрение данного сервиса на всей территории Республики Саха-Якутия и также на всей территории Арктической зоны и Республики Саха-Якутия. Извиняюсь. Кристина, ну после конкурса поделитесь, что вам лично и вашей команде дало участие в этом конкурсе, да? Какие-то новые идеи появились, вдохновение? О вдохновениях несомненно можно говорить, потому что у нас у всех загорелись глаза. Начнем с того, что мы выиграли грант на обучение. Грант на обучение, то есть каждый член команды выиграл грант в сумме 500 тысяч рублей, который мы должны будем потратить на образовательную программу.
Мы для себя уже определили конкретные программы, которые мы хотим пройти. Это кто-то у нас остается в России, кто-то у нас поедет за границу обучаться. Для меня же участие в конкурсе «Таланты Якутии» является неоценимым опытом. Это вызов самому себе и серьезный рывок в собственном развитии. Каждый из нас смог найти очень хороших друзей. Мы смогли открыть новые возможности, новые знания. И, конечно же, это формирует мощнейший импульс для вызова себя к масштабным развитиям. Скажите, Кристина, а есть ли какая-то обратная связь по вашему именно проекту, может быть, от авиакомпании, либо от жителей районов, которые уже воспользовались этим сервисом? Да, мы получили очень большое количество положительных отзывов от именно жителей Арктики. С компанией «Полярная авиалиния» мы также работаем. Ведутся переговоры, работы по внедрению нашего сервиса к ним, к их работе. Спасибо большое, Кристина, за подключение. Мы желаем вам, конечно, удачи, успехов дальнейших. Спасибо, что создаете такие важные проекты и упрощаете жизнь на Арктике. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Кристина. Ну что, друзья, мы продолжаем и сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой обязательно встретимся в нашей студии. В эфире новости. Доброе утро. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что плановую медицинскую помощь детям в период распространения коронавирусной инфекции приостанавливать нельзя. Некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь в отношении них не останавливалась, отметил глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. Там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат. В центре внимания агросектора в Москве открылась масштабная выставка «Агросэкспо-2022». Самые последние нововведения в сфере животноводства и производства кормов здесь представили 300 компаний из разных регионов России и 25 стран мира. «Агрос» – это не только выставка, но и деловая площадка. Более 50 мероприятий проходят в формате дискуссий и круглых столов, где обсуждаются главные вызовы отрасли. Также в рамках форума открылся и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой стала поддержка малого и среднего бизнеса. Якутская делегация приехала на съезд сразу с несколькими предложениями, которые должны облегчить жизнь фермеров. Кажется, мы очень многого не знаем. Познакомились с многими людьми, предприятиями, товаропроизводителями и оборудование, которое делают. Интересно нам. Мы уже взяли на вооружение. И новые технологии, конечно, хочется взять все, но пока будем исходить с того, что нам возможно. Министерство ЖКХ и энергетики Якутии рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами по оплате жилищно-коммунальных услуг. В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции пункты приема платежей основных ресурсоснабжающих предприятий в городе Якутск временно приостановили свою работу и личный прием граждан. Оплатить квартплату, не выходя из дома и без очередей, можно удобно и быстро следующими способами. На региональном портале государственных и муниципальных услуг республики, на сайте Почты России, через мобильное приложение «Квартплата Плюс» или через мобильное приложение вашего банка. Мирнинский район выиграл 3 проекта в конкурсе президентских грантов. Некоммерческие организации получили денежную поддержку более 1,5 миллиона рублей. Бурятская община «Байкал» проведет игры народов. Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии займется настольной игрой, но деловой, про акте «Проектируй, играя». Поможет представителям целевых групп приобрести навыки проектирования, которые необходимы для подачи заявок на конкурсы грантов. И спортивный клуб парашютистов «Феникс» направит средства гранта на полетное время вертолета Ми-8 для прыжков курсантов. С 2017 года клуб подготовил почти 2,5 парашютистов. Еще 720 человек послушали лекции по истории ВДВ, морской пехоте и войск специального назначения. На этом все. Отличного дня.
спасибо. Мы продолжаем. Это «Утро Якутии». 28 января на календаре, пятница, последний рабочий день. Но автослесарь из поселка Усть-Нера Аймиконского улуса Василий Зяблицкий стал героем сюжетов уже нескольких федеральных телеканалов. Зяблицкий ведет блог о жизни на севере, набрал уже почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. В Инстаграме у него также почти 200 тысяч подписчиков. В чем же успех якутского видеоблогера, узнавала наша коллега Полина Долинская. Социальная сеть TikTok с каждым днем объединяет все больше и больше людей. С его помощью кто-то ищет признания, кто-то самовыражения, а кто-то друзей и единомышленников. Для некоторых эта площадка помогает скоротать время, а кто-то узнает новое. На аккаунт Василия Зяблицкого подписано около 2 миллионов людей. Автослесарь рассказывает о жизни на севере в легкой и юмористичной манере. Желающие поехать на север, чтобы денег заработать. Трусы с собой шерстяные берите. Родом Василий из республики Алтай. В Якутию, а именно в Усть-Неру, приехал на заработки. Работает автослесарем-агрегатчиком. Помимо работы в составе аварийной службы, очень часто случается помогать застрявшим в снегах автомобилистам. Именно в лютые холода техника иногда не выдерживает и ломается. Об этом и был первый ролик Василия, который попал в топ. Первое видео, где мы с ребятами попали в очередную ситуацию, то есть пытался их вытащить. Вместе с ними отогревали машины в условиях. Начал выкидывать, и народу начало нравиться, зрителям. Просто решил продолжить. Человек я юморной, с самой школы у меня было прозвище Евдокимов. Потому что любил юмор. Дальше больше и в кратчайшие сроки популярность Василия начала расти. Кроме огромного количества лайков и просмотров роликов о жизни на севере, подписчики отмечают, что больше всего их подкупает харизма и подача тиктокера. А сам блогер отмечает, что на севере без юмора нельзя. Всегда на позитиве, в полном оптимизме. Идем только вперед. Никаких слез, никаких Одна наша большая гаражная дружная семья. История Василия – это пример каждому о том, как надо любить. Любить родной край, любить дело, которым ты занимаешься. В конце концов, любить жизнь, даже когда живешь на полюсе холода. Здесь нет героев на севере, здесь все простые работяги. Сварщик, токарь, электрик. Все простые ребята, свои волшебники. Как-то в Якутии работать очень хорошо. Ну, честное слово, как мороз, хоть и увольняйся. Привет, Колян. Коль, как относишься к роликам, которые я снимаю здесь? Ну как, на севере без юмора никуда, так что... Да, действительно, очень позитивный человек. Настолько же позитивный, насколько холодно у нас в Аймиконии. Передаем привет всему Аймикону и Виталию в частности. Надеемся, что очень скоро уже потеплеет, весна уже не за горами, и модницы уже сейчас следят за модными трендами весна-лето этого года. Кони и люди смешались на подиуме во время показа «Шанель». А в центре всего этого русский авангард. Подробности смотрите в репортаже «Рейтер». Племянница князя Монако Шарлотта Казираги на 8-летнем андалузском жеребце по кличке Кус-Кус открыла показ «Шанель. Весна-лето 2022». Остальные же модели все же предпочли передвигаться более традиционным для показов мод образом. Креативный директор «Шанель» Виржини Виар решила перенести зрителей в 20-е годы прошлого века, в эпоху конструктивизма. Вдохновлялась работами Родченко и Малевича, а еще феминистскими настроениями той эпохи. Материалы и мотивы традиционны для «Шанель». Твид, шифон, черная органза, вышивка, пуговицы, похожие на бриллианты. Но на этот раз VR добавила больше объема. Силуэт свободный, ведь скоро весна. Если же вдруг выглянет солнце, не обязательно переодеваться. У брюк и юбок длинный разрез снизу до колена. Для усиления эффекта VR пригласила художника Ксавье Веяна, делегата Франции на Венецианском биеннале 5-летней давности. Он создал сложный подиум, который использовал почти весь объем временного здания Гран-Пале.
а в создании декораций вдохновлялся шедеврами русских конструктивистов. Не обошлось и без актуальных социальных тем. Все арт-объекты сделали из переработанной фанеры. А в макияже некоторых моделей прослеживалась проблема домашнего насилия над женщинами. Ну что, действительно... Как тебе модный показ людей и коней? Ну, конечно, мне вообще кажется, это отдельная, наверное, какая-то когорта людей, которые прям следит за модой. Я на самом деле себя к таким людям не отношу, но, скорее всего, чем ближе к теплым странам, тем больше хочется как-то поменять с сезоном, одевать новую одежду, да, и так далее. А в наших морозных условиях у тебя есть один пуховик, который носишь 5 лет, а потом его меняешь на другой. А потом 9 месяцев еще в год, да, каждый год. Да. Но, тем не менее, скоро весна, как мы уже сказали, очень надеемся. На улице уже ведь потеплело, это не может не радовать, солнышко выглядывает. Пусть и у вас солнце всегда светит не только над головой, но и в доме, в семье, в душе, в конце концов. Да, ну что, мы желаем всем отличного, бодрого дня. Ну и, конечно, хотели бы напомнить про то, что наш WhatsApp номер специально для вас работает, для ваших предложений, также Instagram-страница. Ну а завершить наш эфир мы хотим прекрасным, красивым клипом Оксаны Чупиковой. Ну и пусть ваш завершающий рабочий день будет таким же замечательным. Отличных выходных, до встречи в понедельник.